Здравствуйте, я ученик Павлов Петя из 6 Е класса и из МОБы ЗОЖ номер 21. Представляю рассказ вам Виктора Драгунского «Бык». Один раз я сидел, и ни с того ни с сего вдруг такое надумал, что же сам удивился. Я надумал, что вот как хорошо было бы, если бы все вокруг на свете было устроено наоборот. Ну вот, например, чтобы дети были во всех делах главные, а взрослые должны были во всем слушаться. В общем, чтобы дети были как взрослые, а взрослые как дети. Вот это было бы замечательно. Очень было бы интересно. Во-первых, я представляю себе, как бы маме понравилась такая история, что я хожу и командую ею, как хочу. Да и папе, небось, бы тоже понравилось. А бабушке и говорить нечего. Что и говорить, я все бы им припомнил. Например, вот мама сидела бы за обедом, а я бы ей сказал: ты почему это завела моду без хлеба есть? Вот еще новости. Ты погляди на себя в зеркало. На кого ты похожа? Вылитый Кощей. Ешь сейчас же, тебе говорят. И она бы опустила голову. И она бы стала есть, опустив голову, а я бы только подавал команду: быстрее, не держись щекой. Опять задумалась? Все решаешь мировые проблемы? Жуй как следует и не раскачивайся на стуле. И тут вошел бы папа после работы, и не успел бы он даже раздеться, а я бы уже закричал: ага, явился, вечно тебя надо ждать. Мой руки сейчас же, как следует мой. Нечего грязь размазывать. Щеткой три и не жалей мыла. Ну-ка, покажи ногти. Это ужас, а не ногти. Это просто когти. Где ножницы? Не дергайся. Ни с каким мясом я не режу, а стригу очень осторожно. Не хлюпай носом. Ты не девчонка. Вот так. Теперь садись к столу. Он бы сел и потихоньку сказал маме: ну, как поживаешь? А она бы сказала тоже тихонько: ничего, спасибо. А я бы немедленно: разговорчики за столом. Когда я ем, то глух и нем. Запомните это на всю жизнь. Папа, положи сейчас же газету. Наказание ты мое. И они сидели бы у меня как шелковые. А уж когда бы пришла бабушка, я бы прищурился, всплеснул руками и заголосил: папа, мама, полюбуйтесь-ка на нашу бабуленьку. Какой вид! Грудь распахнута, шапка на затылке, щеки красные, вся шея мокрая. Хороша, нечего сказать. Признавайся, опять факей гоняла? А это что за грязная палка? Ты зачем ее в дом приволокла? Что? Это клюшка? Убери ее сейчас же с моих глаз. На черный ход. Тут я бы прошелся по комнате и сказал бы им всем троим: после обеда все садитесь за уроки, а я в кино пойду. Конечно, они бы сейчас заныли и захныкали. И мы с тобой, и мы тоже хотим в кино. Но я бы им: понравилось развлекаться каждый день. Вчера я вас на день рождения водил, вот в воскресенье я вас в цирк водил. Понравилось развлекаться каждый день. Дома сидите. Нате вот вам 30 копеек на мороженое и все. Тогда бы бабушка взмолилась: возьми хоть меня-то, ведь каждый ребенок может взять с собой одного взрослого бесплатно. Но я бы я сказал бы: а на эту картину людям после 70 лет вход воспрещен. Сиди дома, гулена. Тут я бы прошел по комнате, ложно, громко постукивая каблуками, как будто я не замечаю, что у них у всех глаза мокрые. И долго начал бы одеваться, и долго вертелся бы перед зеркалом, и напевал бы, и они от этого еще хуже бы мучились. А уж когда бы пришла... И они от этого еще хуже мучились. А я бы приоткрыл дверь на лестницу и сказал бы... Но я не успел придумать, что бы я сказал. Потому что в это время вошла мама, самая настоящая, живая, и сказала: ты еще сидишь? Ешь сейчас же, тебе говорят. Посмотри, на кого ты похож? Вылитый Кощей. Подождите, я